Неожиданно. Всем привет! Во втором выпуске мы вам покажем жизнь на селе Антоновка Нюрбинского улуса. Вы увидите, чем занимается молодежь села, где можно провести свободное время, посетите живописные места, а еще мы вам расскажем про первого чемпиона СССР по кикбоксингу Александра Иванова и еще много интересного. Досмотрите до конца, в конце для зрителей мы подготовили сюрприз. Дорога составляет 788 километров. Это очень долгий путь. Надеюсь, мы доедем до вечера. Сейчас время 7:30 утра. Мы доедем до Нюрбы 12 часов. Посмотрим. У народов Саха есть традиция. Приезжая на новое место, нужно задобрить духов земли. Для этого, как принято, преподносят оладьи. Но я не стала этого делать. Честно, я не ожидала увидеть такую картину. Столько мусора в виде гор оладушек, сигарет и подобного мусора. О, вот шоколадки зачем? Вот сигареты зачем? Зачем мусорить, ребята? Давайте быть экологичнее. Так делать нельзя. Пожалуйста, давайте будем более экологичны. Ну даже не более экологичны. Давайте убирать за собой. Ведется ремонт федеральной трассы Якутск-Вилюйск, и сейчас мы познакомимся с рабочим, который непосредственно здесь работает. Меня зовут Роман. Роман, очень приятно, меня зовут Лиза. Можете рассказать, откуда вы приехали? Из Республики Чувашия устроились в Горный Автодор сюда. Делать дорогу А-331, Якутск-Вилюй. Мы здесь 7 месяцев, на 7 месяцев у нас вахта. И получается, мы за этот период до 31 октября должны сдать дорогу. А как работается, как хорошо. В Якутии? Как нравится. Природа вам? Природа, все чисто, свежий воздух, заводов нет, все хорошо. А можете передавать привет Чувашии? Привет Чувашии, всей Республики Чувашии, особенно Чебоксарам. Стоит заметить, что всего каких-то 5 лет назад доехать до горного района нужно было добираться 4 часа по грунтовой дороге, по которой можно было застрять, а то и того хуже сломаться. А сейчас после ремонта дороги туда можно доехать за 2 часа. Короче, мы ехали 14 часов и только вот добрались до Нюрбы. Привет! Привет! Добро пожаловать в Нюрбу! Дорогие зрители, познакомьтесь, самый красавчик города Нюрбы, Антоновка, Андрей Егоров. Андрей Егоров, видеограф, КВНщик, уроженец села Антоновки. Во втором выпуске он будет вторым ведущим. Андрей, расскажи про себя. Ну, меня зовут Андрей, мне 29 лет, я родился и вырос в Антоновке. Вот, ну, я люблю свою родину, поэтому вот пытаюсь запечатлеть такие моменты, которые останутся в истории. Работаю по кайфу, на себя, и всеми способами пытаюсь свою деревню как-то запечатлеть, сделать историю, чтобы люди потом увидели, как жили мы. Я видела твое видео, оно собрало очень много просмотров, и это видео реально такое патриотичное. Рассказывает про Нюрбу в таком современном формате. Я очень рад, что вы сюда приехали, помогаете мне, вот, ну, как говорится, рассказать про свою деревню. Да. Начали мы день с экскурсии в музее. Там мама Андрея, Прасковья Михайловна, провела нам экскурсию. Антоновка была образована в 1877 году скопцами. Скопцы – последователи мистической секты духовных христиан. Они считали, что единственным путем спасения души является борьба с плотью путем оскопления. В XIX веке скопцов стали ссылать в Якутскую область. Так они оказались на землях ныне Нюрбинского района. Но когда скопцы приехали, тут жили якуты, жили они на берегу реки Антоновки, по улице, которой мы как раз шли. В музее выставлены стенды, посвященные истории Октябрьского наследия, известным односельчанам, Великой Отечественной войне. Поэтому у Антоновки есть чем гордиться. Да. Очень много таких, оказывается, известных людей, о которых я вообще не знала. Да. Также есть экспонаты времен Великой Отечественной войны, ружья, фотоаппараты разных лет, якутская старинная утварь и многое другое. Большая работа проводится по увековечению имен односельчан. Настоящий немец Кельнера.
Немецкая каска была не батлас, потому не батлас. Он там была, мана оголры, кто работал. Он начал то немецкий, немецкий то водитель. Он без суда фото парадит по боевым местам. Он был сразу уже в какие-то бараман, завтра был я на он там, оказывается, их у них нету. Сразу к он на музей ходячий. Ми хавецкая каска бар, немецкая бар, он был на хавецкой надо было говорить девять. Барам булан агартати. Хочу говорить, да? Он умеет там музей ходячий, делал куры госпиталя, и я ходил в Дорбунья куда? Иля, баттан берем, угрладан гурдук. Костугун. Кустран куда не хелер жанна. Когда ва день хелер. Он и курокон завидена. Кыңадын. Да-да! Буровел. Место, где я вырос, как говорится, мой второй дом. О, всем привет! С 2001 года в этом клубе работает кружок КВН. Школьники активно занимаются КВН и занимают призовые места на республиканских конкурсах. Руководит кружком Нургияна Матвеева. Сейчас команда Минигаз Бэк научит меня выступать типа КВН. Мимика. Как этика сцены, как себя держать, как говорить. Это кропотливая работа, и придумывать шутки это очень сложно, и мозг работает. Эти ребята оказались уверенными в себе, артистичными и очень открытыми. Вести с ними диалог легко. Я уверена, что эти ребята достигнут больших успехов в будущем. Мы сейчас находимся в историческом месте, на местности Кочай. Раньше, представьте себе, здесь находилась деревня. А где дома? Я не вижу никаких домов. В 1960-х годах, примерно, 58-й, 59-й, 60-х годах, всю деревню просто, все дома перенесли, прям буквально перенесли в Нюрбу и в Антоновку. В общем, мы стоим, где начиналась история села Антоновки. Да. Рядом с местностью Кочай есть памятник, посвященный людям, которые самоотверженно трудились во время Великой Отечественной войны в колхозе «Коммунар». Этот памятник был построен родственниками этих людей. Каждая семья вложила свой вклад. Лиза, а ты знаешь, вот по какой улице ты сейчас идешь? Нет, я не видела, к сожалению. Смотри, эта улица названа в честь Александра Иванова, первого чемпиона мира по кикбоксингу из СССР, из Якутии, из Антоновки. Александр Иванов – трехкратный чемпион СССР по кикбоксингу, вице-чемпион Европы, чемпион мира. Являлся первым титулованным спортсменом страны в области кикбоксинга. В 1995 году он трагически ушел из жизни, когда ему было всего лишь 27 лет. Вот находится его дом, где он вырос. И сейчас там нас ждет его мама Зоя Петровна. Александр Турёттен бәді ладын истанай бәдін көнар сыты қоту бәдін көнар обулын лапыта. Түйек 5 сағаттын уже ағар ұрыр еті. Инен 2 кластын уже бокс абат біті. Иненнер бон тонып қатты, дейдісі шаға сумуға керенлер жарығыр алдар. Неделяға үсті төтті. Ол оскола үйеріне өйтен кені туапсыға баран оғылырға чемпионнан кәлбіті. Манна қасты түгілік Чусовской туындайме чемпиона. В 2019 году в его памяти был проведен чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе К1, а в 2021 году чемпионат и первенство России по кикбоксингу в этом же разделе. Александр Иванов вошел в историю Советского Союза. Он не боялся противников, он был кумиром многих. Он своей победой открыл путь не только для спортсменов из Якутии, но и всему российскому кикбоксингу. И это надо помнить всегда. Вечером мы поехали на ферму, где познакомились с сестрами-близнецами Нургияной и Нургустаной. В основном занимаемся разведением крупнорогатого скота. В 2014 году они выиграли грант и построили на эти средства ферму. Они занимаются разведением скота, лошадей, а также у них есть бараны.
Мы сейчас находимся в парке города Нюрба имени Сергея Васильева. Честно, я таких парков вообще ни разу не видела. Даже в городе Якутске нет такого красивого современного парка. Парк поистине является местом отдыха для жителей Нюрбинского улуса. Мы встретили там мамочек с детьми, школьников, молодых людей, парочек, бабушек и дедушек. Очень приятное место. В парке также есть скалодром, батуты, кафе и многое другое. Мы были приятно удивлены тем, что в парке встретили молодых предпринимателей, которые занимаются прокатом электросамокатов и велосипедов. Дорогие зрители, мы показали вам душевную, современную, молодежную Нюрбу и Антоновку. Вот моя любимая деревня, где я вырос, где я родился и где я душу просто не чаю. Вот мы постарались передать всю атмосферу нашей деревни, нашего улуса. И надеюсь, у нас получилось передать всю эту энергетику. И надеюсь, вам стало чуть понятнее посмотреть на другие регионы нашей необъятной республики. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь, лайки, пальцы вверх, пальцы вверх. Да-да-да. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Мы хотим оставить для вас подарок. Это подарок от нашего генерального спонсора Apple Diamond. И мы в этом месте где-то спрячем подвеску с бриллиантом от Apple Diamond. Это будет наш подарок для вас. Победитель, который найдет эту подвеску, отмечайте нас в своей инстаграм-странице с отметкой КСК Якутия. И мы выйдем к вам на связь. Всем удачи и пока-пока!